Зашел взять кредит, но потом сделал так, как привык. В Самаре задержали 42-летнего жителя Башкирии по подозрению в разбойном нападении на офис микрофинансирования в Казани. Денег там было совсем немного, но этого хватило для возбуждения уголовного дела. Рамиль Шайдуллин узнал, что подозреваемый не первый раз таким вот образом берет кредиты. В офис микрофинансирования на улице Аделя Кутуя заходит клиент. Все как обычно, все фиксируют камеры наблюдения. Мужчина садится, расспрашивает специалистов о возможности получения денег в кредит, но потом вдруг встает и уходит. То ли процедура ему показалась сложной, то ли необходимость возврата денег не радовала, то ли получать он их привык по-другому. Вернулся через пару минут с пистолетом, угрозами и требованием отдать всю наличность. Аргументы у мужчины были весомые, спорить с ними женщина не стала и отдала ему все, что было. Около 20 тысяч рублей. Центр все же микрофинансирования. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели необходимый комплекс мероприятий, направленных на задержание злоумышленников в короткие сроки. Оперативники опросили потерпевшую, возможных очевидцев и свидетелей случившегося, а также взяли записи с камер видеонаблюдения. Детальный анализ собранных улик позволил полицейским установить личность злоумышленника и его местонахождение. Подозрения пали на 42-летнего уроженца Башкирии. Как выяснили оперативники, сразу после преступления предполагаемый злоумышленник уехал в Самару. Там его и задержали. Сейчас подозреваемого доставили в Казань. Он дает признательные показания. Впрочем, сознаться в содеянном прилюдно все же постеснялся. Нет, не хотите? Полицейские выяснили, мужчина освободился из мест лишения свободы только в августе минувшего года. Отбывал наказание как раз за аналогичное преступление и находился в розыске за нападение на еще один офис микрофинансирования в соседней республике. По решению Советского районного суда подозреваемый в разбое арестован и помещен в следственный изолятор. За то, что офисы были микрофинансовые, закон поблажек не дает. Статьи «микроразбой» в Уголовном кодексе нет. Существующая статья за подобные деяния предусматривает до 8 лет лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей. Рамиль Шайдуллин, Айрат Назипов, вызов 112.